Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Взяв фотокамеру и блокнот, я часто отправляюсь в дальние поездки по полуострову, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому вместе с телекомпанией АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Побережье степного Крыма, где тысячелетиями навстречу друг другу катятся белое кипение морской пены и серебристые волны ковылей, где в небе ни на час не утихают воздушные бои между морскими и степными ветрами. Здесь, на узкой прибрежной полосе, где сходятся бескрайние просторы степи и моря, возник один из самых замечательных городов Крыма – Гизлев. Он сильно отличался от прочих крымских городов, что утопали в садах, были напоены чистой водой рек и укрывались под защитой уютных горных долин. Родившись на пустынном песчаном берегу, Гизлев был открыт морским шквалом и степным суховеем, а свежую воду здесь можно было добыть только глубоко из-под земли. Все это наложило неповторимый отпечаток на его облик, и столице степного края была присуща не броская, но изысканная красота. Точное значение названия Гизлев не вполне выяснено. Однако существуют небезосновательные гипотезы, связывающие происхождение этого топонима со словом «козлю» – «глазастый», или, если переводить поэтически, «тысячеокий». Вполне возможно, что именно такое сравнение могли навеять возвышающиеся над плоской равниною городские укрепления, чьи стены и башни сотнями узких бойниц как будто пристально вглядывались в окрестности, озирая степные дали и морские горизонты. Сегодня уже не столь просто представить, как могла выглядеть эта всевидящая крепость, ведь от нее не осталось и следа. Причем последние ее сооружения были разрушены сравнительно недавно, в конце 50-х годов. Однако, к счастью, в городе живут люди, которые пожелали и сумели вернуть ему хотя бы часть исконного колорита. Эти люди несколько лет назад воссоздали главные городские ворота Гизлева – Одун-Базар-Капысы, ворота Дровяного базара. Через них мы, подобно путешественникам прошедших столетий, и войдем в Гизлев, первым делом нанеся визит хранителям ворот. Эти арки над нишами, в которых когда-то, вероятно, стояла стража, единственное, что сохранилось и от надвратной башни, и от всей Гизлевской крепости. Все остальное здание было восстановлено энтузиастами с нуля. Мы вернулись в Крым, и в Крыму было очень мало татарского. То есть был Крым. Но каких-то вещей, которые бы упоминали о том, что здесь были татары, их либо было мало, либо
дополнительно к этому очень мало об этом говорили. И вот какая-то тяга к истокам, она, наверное, была важна и нужна, и она в нас оказалась. И когда, занявшись бизнесом и имея определенную сумму денег, нам предоставилась такая возможность, и мы узнали о том, что есть некие ворота, что они находились вот здесь, и нам как бы в середине какого-то пути в бизнесе предложили это сделать, то мы не преминули это сделать, потому что это был бы возврат той памяти исторической, которую очень важно было вернуть и показать из небытия, как бы вернуть нечто, то, что принадлежало нам, и сделать это видимым, и показать это и нашим соотечественникам, и тем, кто приезжает в Крым. На верхнем этаже восстановленной башни размещен макет средневекового Гозлева, созданный с максимально возможной достоверностью на основании старинных карт, чертежей и планов. Рассмотрим его повнимательнее. Город опоясан прочной крепостной стеной, общая длина которой составляет примерно 3 километра. Стены укреплены 21 четырехугольной башней, которые надежно защищали город и с суши, и с моря. Неподалеку от ханской мечети расположена цитадель, наиболее защищенное место города, где находился военный комендант со своим отрядом и таможенный начальник, собиравший налоги в пользу хана с торговли в здешнем порту. По пятницам комендант украшал стены цитадели флагами и знаменами. Здесь же хранился арсенал крепостного гарнизона, в том числе самое мощное по тем временам оружие – крупнокалиберные пушки Бал-Емес. Надо сказать, что Гизлев обзавелся крепкими стенами и мощной артиллерией отнюдь не случайно. В городе шла оживленная торговля, он был полон рынков, лавок и товарных складов, и при этом был легко доступен с моря, что привлекало сюда черноморских флибустьеров, запорожских казаков. В конце XVI и начале XVII столетий флотилии больших запорожских лодок, чаек, не раз высаживались на здешнем берегу и пытались пробиться в город. Иногда им это удавалось, и тогда на улицах разгорались бои, после чего запорожцы отступали в море и уходили с добычей к Днепру. Именно поэтому караван-сараи Гизлева строились не просто как постоялые дворы для заезжих купцов, а как настоящие небольшие крепости с железными воротами, башнями, обращенными к морю бойницами, собственной стражей и даже собственными колодцами на случай долгой осады противника. На надежные засовы закрывался и сам город. В его крепостных стенах было 5 ворот. Помимо Одом-базар Капысы, ворот Дровяного базара, существовало еще 4. Ат-Капысы, лошадиные ворота, Искеле-Капысы, портовые ворота-лестницы, Ахмола-Капысы, ворота Белого Муллы и Топрак-Капысы, земляные ворота. Примечательно, что на всех этих вратах был высечен в камне какой-либо символ. На одних это была ханская тарак-тамга, на иных голова, грудь или живот человека, то есть разделенная на части фигура. Смысл этих знаков остается загадкой. Вероятно, стоит вспомнить, что необычные символы можно было видеть в прошлом и на стенах Перекопской крепости. Барс, собака, слон, сирена. Вероятно, за этим стоит некое давно забытое поверье или обычай. Отрадно, что современная Евпатория пытается помнить о своем историческом наследии. Например, здесь мы видим памятную арку, установленную примерно на том месте, где когда-то находились Ат-Капысы, западные ворота Гизлевской крепости.
Считается, что крепость Гизлев приказал построить по совету своего визиря Сандживан-Паши турецкий султан Мехмед II. Тот самый, который присоединил к Османской империи все остальные портовые города Крымского полуострова – Керчь, Кефе, Судак, Балаклаву. Однако оказалось, что здешний залив слишком мелок и неудобен для захода тяжелых турецких галер. Вероятно, это стало одной из причин, по которым османы не стали претендовать на владение крепостью Гизлев и предоставили ее в полное распоряжение гераев. Таким образом, Гизлев стал единственным портовым городом в границах Крымского ханства, в то время как остальные порты Крыма, напомним, находились под контролем Османской империи. И все же в городе пребывали османские войска, в частности, в XVIII веке. Это был 3000-й отряд охраны, которые турецкие султаны направляли на помощь своим союзникам, крымским ханам. Гизлевский порт действительно отнюдь не был самым лучшим в Крыму, ведь здешняя гавань беззащитна перед западными ветрами. И не раз случалось, что сильные шторма выбрасывали суда на берег. Тем не менее, сюда из Турции часто приплывали небольшие торговые суда, которые с нетерпением ожидали хозяева местных торговых лавок. Но жители города сумели извлечь преимущество и из этих свирепых ветров, что не утихают над здешними равнинами. Вокруг Гизлева в степях стояли десятки ветряных мельниц, перемалывавших зерно в муку. Как можно видеть, прирученный ветер гизлевских степей служит городу по сей день. В наши дни он дает Евпатории свет. Гизлев был расположен в засушливой и безводной местности. Тем не менее, в городе было несколько бань, 7 больших и 20 малых источников. Откуда же здесь бралась вода? Она поступала из глубоких подземных скважин, находившихся в нескольких километрах за городскими стенами. Лошади вращали вал большого насоса, и вода текла в город по хитроумной системе подземных галерей и гончарных водотоков. Эти галереи, числа и направлений которых уже никто не помнит, густо пронизывают скальный грунт под Евпаторийскими улицами. В Евпаторийском краеведческом музее хранится интересный экспонат – деревянная скульптура, обозначавшая вход в женское отделение городских бань. Когда-то рядом с этой деревянной дамой стоял и усатый кавалер, указывавший путь на мужскую половину. Бань в городе было несколько, и во времена Крымского ханства лучшими из них считались бани Сахиба-Герая, поблизости от ханской мечети. Примерное представление о том, как они выглядели, может дать интерьер сохранившихся турецких бань. Сейчас они реставрируются, однако еще в конце 80-х годов эти старинные сооружения использовались горожанами по своему прямому назначению. В нынешней Евпатории не сохранилось ни одного древнего источника. Зато уцелела мраморная плита самого главного из них. Датированная 1651 годом, когда-то она украшала главный городской фонтан Ислама III Герая, а затем, видимо, после его разрушения, была вмурована в стену ханской мечети. Целый ряд сооружений в городе носил название в память о ханах, которые жертвовали средства на их постройку. Бани Сахиба-Герая, фонтан и караван-сарай Исляма Герая, мечеть Девлета Герая. Мечеть Девлета Герая стала лучшим подарком, который крымские ханы преподнесли Гизлеву. Ее великолепное здание – один из ценнейших памятников архитектуры на всем Черноморском побережье, стоит на краю крымских степей
как будто отражение величественных мечетей Стамбула по ту сторону Черного моря. Сходство со Стамбулом не случайно, ибо это здание сооружено выдающимся османским архитектором XVI века Хаджа Синаном, тем самым, кто возвел всемирно известную стамбульскую мечеть Сулеймание и много других прекрасных построек в Османской империи. Знаменитый мастер работал в Крыму по приглашению хана Девлета I Герая. Прибыв осенью 1550 года в Гизлев по морю из Стамбула, Девлет Герай приказал построить здесь мечеть и преподнес ей в дар уникальную реликвию – рукописный пергаментный Коран XIV века, украшенный узорными изящными миниатюрами. Редчайшая книга, которая уже в советское время оценивалась в 300 тысяч золотых рублей, то есть, по сути, дороже, чем все здание мечети, хранилась здесь до 1920-х годов, когда она была изъята и передавалась из музея в музей, пока, наконец, в 1942 году не была потеряна во время бомбежки. Очевидно, вместе с этим Кораном погиб и другой драгоценный документ – ярлык, содержавший автографы 18 ханов. Он был выдан при основании мечети ее первому настоятелю эмир Хатипу в том, что его дети имеют право наследовать его должность. С тех пор, на протяжении 2 столетий, эту привилегию потомков эмир Хатипа собственноручно подтвердили на полях ярлыка 18 ханов, следовавших из Стамбула в Бахчисарай через Гизлевский порт. К 1562 году постройка мечети была завершена, и в Гизлеве появилось прекрасное здание, способное украсить любой столичный город Востока. К концу XVI века Гизлев настолько разросся и разбогател, что сын Девлета Герая, Гази II Герай, задумал перенести сюда из Бахчисарая ханскую столицу. Этому могли быть веские причины. Гизлев к этому времени стал крупным торговым центром, отсюда было легко сообщаться со Стамбулом, а степи вокруг города являлись родовым владением нагайского рода Мансуров, верных слуг и защитников Гази Герая в его спорах с другими претендентами на престол. Гази Герай не успел завершить свои реформы, но, по крайней мере, перенес сюда ханский монетный двор. И теперь на белом серебре ханских монет заблистало слово «Гизлев». Рассказывая о памятниках старого Гизлева, трудно удержаться от частого повторения таких слов, как «единственный», «уникальный», «неповторимый». Однако здешние памятники действительно заслуживают таких эпитетов. Ведь только здесь находится единственное в Северном Причерноморье здание, построенное великим Хаджа Синаном. Именно здесь находится единственная сохранившаяся в Крыму дервишеская обитель. Дервиши или софу, последователи мистического направления в исламе, в свое время были достаточно многочисленны в Крыму. Их общины, принадлежавшие к различным тарикатам, таким как Мевлевие, Накшбенди, Хальветие и к другим, существовали во всех крупных городах Крымского ханства, иной раз даже и в селах. Многие из этих общин обладали собственными текие, то есть домами, в которых они собирались, молились,
совершали свои ритуалы. На нынешний день ни одного из этих зданий уже не сохранилось, за исключением одного – Текие дервиши в Гизлеве. В этих 19 тесных аскетических кельях и обитали гизлевские дервиши, отшельники от внешнего мира. А посередине этого просторного зала вместе со своим настоятелем, шейхом, они совершали мистический круговой танец зикр, сопровождавшийся молитвенным песнопением. Керамические сосуды, вмурованные здесь в стены, усиливали голоса, создавая удивительный акустический эффект. Таков был в общих чертах облик города, вставшего на узкой границе между степью и морем, между летним безводьем и зимними штормами. Сумев выжить и расцвести между этими двумя суровыми стихиями, Гизлев обрел свой неповторимый облик, выковал свой уникальный характер, характер твердыни, смело вглядывавшийся тысячами очей в необозримые горизонты.